Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы отметить, что в результате сегодняшнего государственного визита президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирамоновича, в нашу страну, мы достигли исторических решений по комплексу важнейших двусторонних вопросов нашей повестки дня. В атмосфере полного взаимопонимания состоялся конструктивный и обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов таджикско-узбекского сотрудничества и перспектив их развития. По итогам переговоров мы подписали весомый пакет двусторонних документов, включающий около 30 соглашений, которые охватывают большинство ключевых сфер нашего многопланового сотрудничества. Это торгово-экономическая и культурно-гуманитарная составляющая наших отношений, а также в сфере обороны и безопасности. Сегодня мы решили практически все накопившиеся за последние более 20 лет вопросы. Убежден, что в результате исторического визита уважаемого Шавката Мирамоновича в Таджикистан придадут качественно новый импульс динамичному развитию всего комплекса наших отношений на долгосрочной основе. В этом контексте, к большой радости наших братских народов, хотел бы заявить, что нами приняты исключительно важные решения об упразднении визового режима сроком до 30 дней и поэтапном возобновлении работы всех 16 пунктов пропуска на границе между двумя странами. Данные решения, которых наши братские народы ждали многие годы, отвечают их интересам. Достигнутые договоренности о совместных шагах по скорейшему возобновлению полноценного функционирования железнодорожных, автомобильных и воздушных путей сообщения, а также по снижению тарифов транзитных перевозок. В этой связи хотел бы отметить значение возобновления работы железнодорожного участка Галава-Амузань. Сегодня мы с уважаемым Шавкатом Мирамоновичем в торжественной обстановке запустим в эксплуатацию данный участок. Это, безусловно, большое событие, поскольку наряду с увеличением грузопотока между нашими странами и расширением торгово-экономической связи создает предпосылки для улучшения социально-экономической жизни в южных регионах Таджикистана, население которых превышает 3,5 миллиона человек. В настоящее время функционируют прямые авиамаршруты между столицами наших стран, и благодаря двусторонним документам, которые мы подписали сегодня, в ближайшем будущем также возобновятся авиа- и автомобильные сообщения между другими городами. Эти положительные изменения в сферах транспорта и коммуникации создают благоприятные предпосылки для укрепления всего комплекса наших взаимоотношений. Сегодня успешно развивается наше межгосударственное партнерство, регулярный характер приобретают контакты на уровне официальных делегаций и различных рабочих групп, деловых кругов и деятелей культуры. Нами в дальнейшем будут приняты действенные меры по взаимовыгодному расширению торгово-экономических и наращиванию культурно-гуманитарных связей. Отрадно отметить, что внешний торговый оборот между Таджикистаном и Узбекистаном имеет тенденцию неуклонного роста. За последнее время его объемы возросли в 10 раз. В ближайшие годы мы намерены увеличить взаимный товарооборот до $1 миллиарда США. Сегодня в городе Душанбе начнет работу представительный бизнес-форум и открывается выставка узбекской промышленной продукции. Эти мероприятия являются важной составляющей программы пребывания президента Республики Узбекистан в Таджикистане.
Надеемся, что итоги этих мероприятий станут дополнительной надежной основой нашего эффективного взаимодействия в перспективных отраслях экономики и создадут благоприятный климат для дальнейшего развития торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран. Нами было отмечено важность развития межрегионального сотрудничества двух стран, что было закреплено подписанием отдельного соглашения. Мы убеждены в том, что развитие связей между регионами наших государств позволит активизировать наши торгово-экономические связи. Мы согласовали практически все нерешенные вопросы по границе. Подписание договора об отдельных участках государственной границы имеет стратегически большое значение и создает условия для перевода наших отношений в новый формат партнерства. Сегодня мы с уверенностью можем назвать государственную границу между Таджикистаном и Узбекистаном границей дружбы и добрососедства. В ходе переговоров была подчеркнута важность дальнейшего углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Мы обсудили вопросы сохранения духовно-культурного наследия двух братских народов и создания благоприятных условий для налаживания контактов между деятелями культуры, науки и образования. В этом контексте речь шла о переводе на языки двух государств классической и современной литературы, а также об изучении и преподавании узбекского и таджикского языков в Таджикистане и Узбекистане соответственно. Стороны и в будущем будут прилагать усилия по активизации взаимодействия в данной области. У нас состоялся содержательный разговор по широкому кругу вопросов регионального и международного характера, в ходе которого мы сверили наши подходы к актуальным для Центральной Азии вопросам. Было достигнуто взаимопонимание по вопросам тесного сотрудничества в сфере национального и комплексного использования водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех стран региона. Мы были едины во мнении, что существующие и строящиеся гидроэнергетические сооружения будут способствовать решению водно-энергетических проблем региона. В этом контексте мы искренне приветствуем поддержку Узбекистана в вопросе развития гидроэнергетических сооружений в Таджикистане, в том числе Рагунской ГЭС. Мы договорились о том, что будем рассматривать и принимать совместные конкретные меры о дальнейшем использовании огромных чистейших пресных водных ресурсов Сарецкого озера для питьевых нужд Таджикистана, Узбекистана и других стран региона. Уверен, что эти чистейшие водные ресурсы удовлетворяют нужды народов нашего региона на долгосрочный период. Пользуясь возможностью, хотел бы отметить, что я неоднократно с самых высоких трибун, в том числе ООН, а также в своих посланиях парламенту страны, заявлял о том, что Таджикистан не создавал проблем для соседей, в части водопользования, и не собирается делать этого и в будущем. Мы никогда никоим образом не оставим своих соседей без воды. Таджикистан с первых дней государственной независимости ключевым направлением своей внешней политики объявил сохранение мира и стабильности в регионе, всестороннее содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами Центральной Азии. Мы остаемся приверженными этому созидательному курсу и заявляем о своей поддержке инициатив Республики Узбекистан по созданию новой конструктивной атмосферы взаимодействия в регионе. В этом контексте мы достигли договоренности по укреплению сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами. Нами подписаны соглашения о дальнейшем сотрудничестве в области безопасности и в сфере обороны. Данные документы определяют порядок тесного взаимодействия правоохранительных органов, оборонных ведомств и специальных служб двух государств в обеспечении мира и стабильности в наших странах и в регионе в целом. В рамках сегодняшних переговоров мы обменялись мнениями
по афганской проблематике и подчеркнули схожесть взглядов по событиям, происходящим в этой соседней стране. Мы приветствуем усилия по установлению мира и согласия в Афганистане и будем продолжать оказывать всяческую поддержку афганскому народу в этом процессе. Договоренности достигнуты по всем обозначенным направлениям подробно отражены в совместном заявлении двух президентов, которые будут опубликованы в средствах массовой информации. Отмечу лишь то, что в целом мы были едины во мнении о необходимости углубления взаимодействия наших стран как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Исходя из этих положительных итогов, мы оцениваем сегодняшние переговоры на высшем уровне как начало нового исторического этапа в таджикско-узбекских отношениях, дружбе и многопланового сотрудничества. В этой связи хотел бы особо подчеркнуть важный вклад уважаемого Шавката Мирамоновича в создании предпосылок и формировании необходимых условий для перевода нашего взаимодействия в качественно новое русло развития. Ваши инициативы в этом направлении способствуют улучшению наших взаимоотношений по всем ключевым вопросам повестки дня таджикско-узбекских отношений. От имени правительства и народа Таджикистана выражаю вам искреннюю признательность за ваши эти усилия. С первых дней вступления в должность мой дорогой друг и брат Шавкат Мирамонович, как убежденный сторонник укрепления сотрудничества с соседями по региону, делает все от него зависящее, чтобы создать основу для последовательного и многогранного развития наших взаимоотношений. Хотел бы отметить и то, что позитивные преобразования, произошедшие за короткий период времени в Узбекистане, под вашим руководством, Шавкат Мирамонович, радуют всех в Таджикистане. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов в деле достижения всех поставленных целей, а братскому народу Узбекистана мира, благополучия и дальнейшего устойчивого процветания. А теперь с большим удовольствием передаю слово президенту Республики Узбекистан. Пожалуйста, уважаемый Шавкат Мирамонович, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Имамали Шарипович, уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа. Я еще раз хочу от себя лично, от нашей делегации выразить искреннюю благодарность уважаемому брату моему, дорогому Имамали Шариповичу, который на самом деле создал такую предпосылку, такую обстановку, что сегодняшний визит, на самом деле, он исторический. Исторический в том, что народы, вы знаете, наши народы, наши предки жили на одной земле, пили одну воду из одного источника, вместе плечом к плечу преодолевали большие трудности. Я и в расширенном у нас, и в узком кругу, я вам хочу, уважаемые сегодня присутствующие, всех сказать, что у нас состоялся очень откровенный, доверительный разговор. Вы знаете, по даже тончайшим, чувствительным вопросам мы все вопросы решили, потому что у нас есть политическая воля двух президентов сближать наши народы. И на самом деле Имамали Шарипович прав, что с первого дня руководство Узбекистана открыло новые направления. Это направление с ближними соседями и особенно с дружественным Таджикистаном. Вы знаете, вы должны представить, сегодня мы подписали такие договора, договор о границе. Вы знаете, это мечтали наши народы. Это мы сделали только
вот желание наших предков. Они желали, чтобы мы жили в мире, спокойствии и согласии. Вот это спокойствие, мир и согласие сегодня вот воплотился в реале после многого продолжительного, вот, я думаю, перерыва, который по многим объективным, субъективным причинам это было. Общность нашей истории, культуры, духовных ценностей и традиций, стремлений и чаяний наших народов служит прочным фундаментом для развития и укрепления наших дружественных связей. Мы в Узбекистане искренне рады большим достижениям братского таджикского народа под мудрым руководством президента Республики Таджикистан, уважаемого брата моего, друга Имамали Шариповича Рахмона. Особую признательность хочу вам выразить, что за вашу, Имамали Шарипович, последовательное личное участие, направленное на расширение двухсторонних отношений. Я хочу, уважаемые присутствующие, чтобы знали, были непростые разговоры, непростые переговоры, сложные, но у нас была единая цель – достичь конечной цели. И вот сегодня, на самом деле, Имамали Шарипович правильно сказал, исторический визит. И он, на самом деле, в истории наших народов оставит очень большой резонансный исторический шаг, потому что, вы знаете, у нас, если вы сегодня зададите нам вопросы, у вас остались вопросы нерешенные. Я сегодня с гордостью могу сказать, что не остался ни одного вопроса нерешенного. Они сложные. Даже по тем сложным вопросам мы серьезно договорились работать на перспективу, на взаимовыгодных, добрососедских отношениях. Это на самом деле можно много говорить, но я вам хочу сказать, что это на самом деле историческое событие, которое мы сегодня все являемся участниками. Наши неоднократные встречи придали совершенно новый импульс развитию узбекско-таджикского сотрудничества. Присутствие представителей средств массовой информации хочу еще раз подчеркнуть. Развитие дружественных отношений с соседними странами, прежде всего с Таджикистаном, является главным приоритетом внешней политики Узбекистана. Нынешний визит в Республике Таджикистан, который впервые за 27 лет осуществлен в статусе государственного, мы рассматриваем как возможность поднять наше сотрудничество на качественно новый уровень, наполнить его конкретным содержанием. Я глубоко удовлетворен результатами состоявших сегодня плодотворных переговоров, которые прошли в доверительной, дружественной и, я бы сказал, конструктивной обстановке. Мы обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-таджикских отношений, политической, торгово-экономических отношениях, транспортно-коммуникационных, энергетических и других приоритетных сферах. Сегодня, как результат проделанной совместной работы, подписаны знаковые документы. Договор о государственной границе и соглашение о взаимных проездах граждан, которые предусматривают безвизовые поездки сроком до 30 дней. Я хочу вам сказать, что это начало нашего сотрудничества в этом очень сложном вопросе. Это начало на 30 дней. Немножко поживем, посмотрим, все еще раз обсудим. На границе мы должны создать инфраструктуру, которая необходима. И мы будем продвигаться вперед, потому что этого хотят люди. Я думаю, вы тоже, уважаемые члены, представители средств массовой информации, присутствующие, вы видели глаза тех участников, которые на этих пропускных пунктах встречались. 30 лет, 25 лет не встречали родственники, близкие. И я тоже с удовольствием, но с гордостью, как участник этого, был сам горд, потому что люди радовались. А вообще наша цель вообще каждодневной работы делать и воплощать все, чтобы людям было хорошо, чтобы людям было комфортно, чтобы люди обменивались. А мы еще дальше сегодня пошли с уважаемым Имамали Шариповичем. Мы договорились о региональном сотрудничестве. И Имамали Шарипович меня поддержал. Мы первые 2 года регионально здесь присутствует вместе в нашей делегации хакимы, то есть губернаторы
города Ташкента, у нас столица Узбекистана, хаким Сурхандаринской области, граничится, и хаким Самаркандской области. Это крупные наши города и крупные области. И мы впервые, они уже когда встречались, они мне сами, когда говорили, докладывались, говорили: Шавкат Мироманович, вы не можете представить глаза и радость людей, не только с таджикской стороны, а с нашей, с узбекской стороны тоже. И они гордились и особым чувством, знаете, искренности передавали пламенную благодарность президентам двух стран. Разве не это воплощение тех идей, которые вообще мы существуем и ради чего мы живем? Я считаю, что это мы пригласили первый визит представителей наших граничных, наших уважаемых представителей средств массовой информации, предпринимателей, фермеров и всех мы пригласили не один день, а 2 раза побывать в регионах у наших, а потом мы тоже приедем. Вот так нам надо. Вы знаете, когда мы не будем мешать и бизнесу, и людям, будем помогать, результаты будут совершенно другими. И они будут теми результатами того исторического сегодняшнего визита, воплощения в реальную жизнь. Другим важным итогом наших усилий стало возобновление с апреля прошлого года прямого авиасообщения между нашими столицами. В скором времени будут организованы авиарейсы из Самарканда и Бухары и других городов Ташкента в Душанбе и обратно. Восстановлена железнодорожная линия Галаба-Амузанг. Мы сегодня, уважаемый Эмомали Шарипович сказал, что мы будем его включать, то есть мы будем пускать эту дорогу. Сегодня мне очень гордо, что Эмомали Шарипович говорит, что это не только в экономическом, а вы представляете, 3,5 миллиона населения зависит от этой дороги, их судьба зависит, это их экономика зависит. И вообще мы сделали эту историю, я думаю, это очень правильно, и сегодня люди с завтрашнего дня будут радоваться и будут достигаться тех достижений, которые каждый человек, каждый гражданин и Узбекистана, и Таджикистана, представители фирм, компаний этих регионов будут достигать той цели. Самое главное, это будет комфортно, удобно и будет, знаете, достигать той цели. Участка автодороги мы открыли, Самарканд-Пинджикен. Все это стало возможным благодаря проявленной нами политической воле, готовности идти навстречу друг другу и находить взаимоприемлемые решения. Я еще раз хочу повторять, было нелегко, но у нас с уважаемым Эмомали Шариповичем была политическая воля идти друг другу навстречу. Как бы это тяжело не было, как бы не было, много было, знаете, вот таких кип документов, мы все это сторону открыли. Мы сказали, что мы будем работать с белого листа и будем работать на результат. Вот вы должны сегодня понять, уважаемые члены, сегодняшние уважаемые присутствующие, представители средств массовой информации. Вы должны это искренне, это на самом деле можно много говорить, но все, что сделано за 1,5 года, это имеет большое значение для наших взаимоотношений. Без всякого преувеличения эти исторические достижения имеют огромное значение не только для наших народов, но и для обеспечения мира и стабильности всего региона. В целом, по итогам переговоров подписано 27 двухсторонних документов по приоритетным направлениям взаимодействия. Благодаря конкретным мерам динамично растет товарооборот. В прошлом году его объем достиг $240 миллионов. Это максимальный показатель за последние 20 лет. При этом взаимные товарные поставки без учета услуг увеличились за прошлые 2 года более чем 10 раз. Вместе с тем, мы сегодня еще раз договорились, что имеется очень большой незадействованные резервы. И мы поручили премьер-министрам, нашим председателям МПК, межправкомиссиям, еще раз по каждой номенклатуре пройти и сказать, где еще можно, где еще у нас есть резервы для сотрудничества. И вы сегодня первый раз Эмомали Шарипович сказал, что мы планировали 500 миллионов в ближайшее время, а мы взяли другой рубеж на 1 миллиард. Вы знаете, сегодня уже нам доложили, что во время бизнес-форума только по компании «Тальга» договорились на 500 миллионов.
То есть вы знаете, сколько у нас резерв есть? Это сколько рабочих мест, это сколько, понимаете, благосостояния людей и тех компаний, которые будут друг с другом общаться. А также мы сегодня подписали соглашение о предоставлении торгового финансирования на $100 миллионов. Кроме того, мы поручили правительствам еще раз посмотреть и наращивание взаимной торговли и диверсификация ее структуры. Надо еще раз посмотреть, уйти от тех стандартных наших решений, то есть диверсифицировать нашу всю торговлю. А для этого у нас все предпосылки имеются. Будут приняты дополнительные меры по усилению кооперации между бизнес-структурами и регионами. Уверен, что в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое сегодня возглавляет премьер-министр двух стран, будут найдены ответы на все эти вопросы. Мы были едины в понимании необходимости дальнейшего сотрудничества в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, наркотрафиком, организованной преступностью, другими вызовами и угрозами международной безопасности. Отмечена важность активизации межпарламентского взаимодействия, что, несомненно, будет способствовать углублению наших отношений. В ходе переговоров мы подробно остановились на вопросах рационального и справедливого использования водных ресурсов Центральной Азии. Только что имам Али Шарипович сказал, по самой чистой воде озера Сарес, мы на самом деле, мы договорились, что мы создадим комиссию и будем рассматривать. А где еще есть такая чистая вода? У наших соседей. Нигде в мире такой чистой воды нет. Если мы будем очень скрупулезно, подойдем к этому очень компетентно, мы можем и там найти общее соприкосновение, чтобы было это благо обоим народам. И Узбекистану. Узбекистан в чистой воде нуждается, он необходим, потому что сегодня это большая проблема, каждое государство чистая вода. Так что это и мы договорились, чтобы мы в ближайшее время мы создадим такую комиссию. Отметили важность продолжения открытого диалога, укрепления взаимопонимания и развития конструктивного сотрудничества по реализации крупных проектов с учетом интересов всех государств региона. В целях организации системной работы по указанным вопросам договорились создать двустороннюю совместную рабочую группу во главе с министром, ответственными за водный ресурс. Потому что мы с имамом Али Шариповичем впервые договорились, что мы и по рагунскому серьезному вопросу мы нашли очень чувствительные вопросы были, но мы нашли пути решения, и мы будем продолжить, создавая эти комиссии, решения, те, которые были бы взаимоприемлемыми для обоих государств и для строительства новых гидротехнических сооружений. Потому что сегодня Узбекистан, я имамом Али Шариповичем мы обменивались, мы хотим за 5 лет на 32% потребляемой электроэнергии перейти на гидросооружение, гидроэнергетику. А у Таджикистана, как ни у какой другой страны в мире, нет таких возможностей по гидрорезервам, ресурсам. Так что мы будем ими пользоваться на благо двух наших народов. Дорогие друзья, сегодня мы подтвердили приверженность дальнейшему расширению сотрудничества в сфере науки, образования, культуры и туризма. В нашей стране проживает около 1,5 миллиона граждан Узбекистана по национальности таджиков, которые вносят достойный вклад в развитие республики. Успешно действует Республиканский таджикский национальный культурный центр с 10 региональными центрами. На таджикском языке ведется обучение в Самаркандском, Термесском и Ферганском университетах, а также 245 общеобразовательных школах. На таджикском языке выходит 4 периодических печатных издания, десятки теле- и радиопередач. В Узбекистане хорошо знает и любит таджикскую литературу и искусство, особенно бессмертные произведения Абу Абдуллы Рудаки, Маулана Абдурахмана Джами, Камала Ходжанди и других великих таджикских поэтов. Их именами названы улицы и площади в нашей стране. Символом нашей дружбы является памятник Маулана Абдурахману Джами и Хазрату Алишера Наваи в Самарканде. Я признателен вам, уважаемый имам Али Шарипович, за решение об установлении в Душанбе, в прекрасном парке, которым будет
присвоено имя великого Алишера Наваи, памятником этим двум нашим великим поэтам. Это символично, потому что сегодня в Самарканде, знаете, это когда мы открыли памятник, мы поняли, что это востребовано народами двух великих стран. Общественность Узбекистана с большим воодушевлением восприняла эту хорошую новость. Мы прекрасно знаем, что мир Алишер Наваи превозносил Маулана Джами, называя его своим учителем, своим великим пиром, лучшим из лучших наставников, ведущим к истине. В свою очередь, почитаемый всеми нами Маулана Абдурахман Джами безгранично ценил мир Алишера Наваи как своего близкого друга, восхищался его неповторимым талантом. Сегодня имам Али Шарипович говорил о том, что серьезное внимание мы будем уделять и в Узбекистане, и в Таджикистане языку изучения, переводу таджикскому языку и узбекскому языку. Недавно мы издали книгу произведения Маулана Джами на узбекском языке «Мухаббат Махзана. Сокровище любви». Для меня было большой честью написать предисловие к этой книге. Мы также выпустили на 3 языках: на узбекском, таджикском и русском отдельный сборник, куда включены письма Джами к Наваи, также и Наваи к Джами, как уникальные памятники нашей общей истории. Это, знаете, мы это выпустили на узбекском языке. Я дал такое поручение, чтобы это мы во все высшие учебные заведения, в школы и раздали по областям, чтобы мы все знали. Знаете, я вам искренне скажу, кто прочитает это, поймет наша великая, вообще вчерашняя наша история, история наших предков, они поймут, потому что там так написано. И разрешите, уважаемый Умаль Шарипович, вручить вам первые экземпляры этих великих книг, прекрасных книг, если вы разрешите. Вот это вторая книга, это на самом деле книга переписи. Это уникальная, я сам ее, хоть время мало, но много почитал. Я очень вас прошу, чтобы вы тоже это прочитали. И за это я ее на 3 языках, на узбекском, на таджикском и на русском. Мы привезли очень много экземпляров, чтобы было доступно всем. Да. Спасибо большое. С глубоким удовлетворением хочу также отметить расширение взаимного культурно-гуманитарного обмена. В прошлом году успешно проведены Дни культуры и искусства Узбекистана и Таджикистана, выставки, гастроли артистов и многие другие мероприятия. Положительный эффект имели визиты представителей администрации и общественности пограничных регионов. На днях все мы видели, о котором я говорил, что когда мы границы открывали, это еще раз подтвердило вот ту правильность нашего пути, еще раз подтвердило, что это желание наших граждан, наших обоих государств. Мы с Умом Али Шариповичем договорились наращивать сотрудничество между Академией наук, Минвузами, творческими союзами, научными институтами, образовательными и медицинскими центрами 2 стран. В заключение хотел бы особо подчеркнуть: итоги первого государственного визита президента Республики Узбекистана, Республики Таджикистан мы оцениваем очень плодотворными. Я вам это говорю искренне, потому что много визитов бывает, но когда достигаешь такой цели, конструктивности, доверительности, открытости, и самое главное, есть реальная перспектива по всем направлениям. И эта перспектива взаимообогащает наши 2 страны, наши 2 народы. На самом деле, если мы посмотрим историю, я почему эти книги переводил на узбекский язык, потому что, если вам искренне, честно сказать, мы не знаем еще хорошо своей истории все, наша общность, наши традиции, наше обычаи, наши истории, культуру и обычаи и традиции. В этих книгах очень много сказано. Они, сегодняшние переговоры подтвердили взаимные стремления и решительность, настрой укреплять узбекско-таджикские отношения на основе взаимного уважения, дружбы и добрососедства. В присутствии представителей средств массовой информации хотел бы сообщить, что я пригласил президента Республики Таджикистан, уважаемого моего брата, дорогого друга, потому что, знаете,
мы на самом деле стали братьями дорогими, потому что мы очень многие вопросы решили. Я хочу вам искренне сказать, вы должны это понять. Даже многие, может быть, и не верили, что у нас вот это получится. А у нас получилось, потому что есть обоюдное желание, политическая воля двух руководителей этих двух стран, Узбекистана и Таджикистана. Так что я пригласил уважаемого Эмомали Шариповича посетить Республику Узбекистан с ответным государственным визитом. И Эмомали Шарипович согласился. Я думаю, мы к этому визиту уже завтрашнего дня будем очень серьезно готовиться, потому что сегодня вы показали, вот, как надо любить, как надо дружить, как надо принимать, какую обстановку надо создавать. И вот все, что вот создана эта обстановка, благодаря вот, результату этого сегодняшнего визита, благодаря созданной той обстановке. Я еще раз хочу удовлетворенность свою выразить, еще раз хочу сказать, что он на самом деле визит исторический. Благодаря вот тем задачам, которые мы сегодня решили, они воплотят и продвинут, будут прорывными во многих сферах нашей деятельности. А я считаю, что Эмомали Шарипович правильно сказал, это только начало наших серьезных решений, которые на самом деле у нас в будущем будут. Я еще раз благодарен, я еще раз признателен. Члены нашей делегации, мы всех вас ждем в Узбекистане. Катта рахмат силарга. Большое спасибо, большое спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович. Я при первой удобной возможности с большой радостью воспользуюсь вашим приглашением посетить визитом благодатную землю братского Узбекистана. Если вы обратили внимание, заявление моего брата заявлял о том, что если вы зададите мне вопрос, что если остались ли какие-нибудь нерешенные вопросы между двумя братскими народами, четко он заявлял «нет». И я полностью Шавкат Мирамонович солидарен. Поздравляю.